Здравствуйте! В эфире телеканала «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Накануне Государственный театр оперы и балета Республики имени Сивцева Соорун Амаллона вернулся с гастрольного тура по городам Уральского федерального округа, в рамках которого прошла мировая премьера балета «Дягилев» сезона. Об этом и не только поговорим сегодня с гостем студии, директором, художественным руководителем театра Сергеем Юнганцем. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Гастроли нашего театра прошли в Уральском федеральном округе впервые. Чем оказались примечательны? На самом деле хотелось бы отметить, что гастроли нашего театра проходили при поддержке Министерства культуры, Росконцерта в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Наш театр, Государственный театр оперы и балета Республики Саха-Якутия, уникален тем, что в рамках одного 51-го театрального сезона он посетил 7 регионов нашей страны и 10 городов. На сегодняшний день в нашей стране нет ни одного такого театра, который бы в рамках программы «Большие гастроли» посетил бы такое большое количество субъектов Российской Федерации в рамках одного театрального сезона. Но я думаю, что мы не будем останавливаться только на этом. Гастроли в Уральском округе начались в Тюмени. Открылись они мировой премьерой балета «Дягилев» сезона. Тюменская публика приняла нас очень тепло. И я без ложной скромности могу сказать, что это был настоящий успех. Всех 3 дней наших гастролей билеты на наши спектакли невозможно было достать. Зритель приветствовал нас очень тепло и горячо. Наши гастроли были открыты на самом высоком уровне. Директором департамента культуры закрыты заместителем губернатора. И я думаю, что то тепло, та радость встречи артистов из Якутии, зрителей из Тюмени, а в Тюменской области мы работали не только в Тюмени, но и в славном историческом городе Тобольске, который когда-то был столицей Сибири. Я думаю, что все эти впечатления остались надолго, и там нас снова ждут. А есть ли отличия в специфике работы в разных регионах, например, в Ханты-Мансийском автономном округе? Чем привлекательны там? Из Тобольска наши артисты впервые, кто-то в своей жизни поехали на поезде. Мы приехали в Нижневартовск, это Ханты-Мансийский автономный округ. И, конечно, гастроли — это всегда адаптация, адаптация сценической площадки. В нашем театре видимая высота сцены — это 8 метров 40 сантиметров, а в Сургуте, на сцене Сургутской филармонии, на сцене Дворца искусств Нижневартовский в Ханты-Мансийском округе — это 6 метров. И здесь бы хотелось отметить изобретательность и профессионализм наших технических служб. Еще здесь, в Якутске, мы пытались адаптировать наши декорации для работы на гастролях, и наши технические службы разработали нашу собственную систему подвеса декораций. И это на самом деле такое некое ноу-хау, как можно длинную декорацию для большой сцены Государственного театра оперы и балета приспособить к более маленькой сцене, потому что адаптация всегда необходима. И я думаю, что наши цеха, наш монтировочный цех с успехом справились с этой задачей, и спектакли там, в Нижневартовске и Сургуте, прошли на высочайшем техническом, в том числе, уровне. Для наших артистов балета это тоже было огромное испытание, потому что работать на площадках, в которых нет профессиональных балетных классов, где они могли бы получать классический станок, им достаточно сложно. Но благодаря нашему руководителю балетной труппе Екатерине Лаврентьевне Тайшиной мы справились с этим, потому что мы нашли альтернативные варианты, где можно проводить репетиции, где можно проводить балетные станки. И вообще, на самом деле, за 3 недели показать такое большое количество спектаклей, которые показали мы. В каждом городе мы показывали по 4 спектакля. Это был балет «Дягилев» сезона, балет «Приключения Чиполлино» и «Вечер шедевров мирового балета», балет «Гала». Я думаю, что это настоящее испытание, но испытание, которое показало невероятный успех искусства из Якутии на сценах северных регионов. Самой северной точкой на карте ваших гастролей стал Ямал. Какие сценические особенности вы можете отметить там? Наш театр, Государственный театр оперы и балета Республики Саха-Якутия, впервые гастролировал на Ямале. И на самом деле быть первооткрывателями всегда очень почетно, но и сложно.
Мы первые в Ноябрьске и первые в Муравленко представили театр профессионального балетного жанра. Никогда ранее в истории профессиональный театр оперы и балета не выступал в этих регионах. И, конечно, к нам было особое внимание и со стороны руководства города, со стороны руководства округа. Зрители обласкали нас теплом и вниманием. И я думаю, что те аплодисменты и те отклики зрителя навсегда останутся в сердцах и тех зрителей, которые побывали на наших спектаклях, и наших артистов. Конечно, те площадки, они несколько не приспособлены к большим масштабным балетным спектаклям, но, еще раз повторюсь, благодаря нашей замечательной творческой команде, благодаря нашей замечательной технической команде нам удалось сделать успешную адаптацию наших спектаклей и показать в столь северном, далеком регионе, на Ямальской земле, спектакли из Якутии. И зрители, конечно, были счастливы. Мы получили огромнейшее количество положительных отзывов о нашем творчестве, о наших артистах балета. И хочется подчеркнуть о том, что каждый раз на гастролях в каждом городе нам задавали одни и те же вопросы. А откуда в таком далеком регионе, как Якутия, возник театр оперы и балета? И как так получилось, что у вас такая высокопрофессиональная балетная труппа? На этот вопрос я с гордостью отвечал каждый раз одинаково. В нашем замечательном городе Якутске есть огромное количество культурных институций, театров, музеев, библиотек. Мы далекий, самый большой регион нашей страны, но у нас есть что показать миру. У нас есть искусство Якутии, которое ценно и примечательно. И в нашем регионе есть высшая школа музыки, наши достижения, есть балетная школа имени Посельских. И благодаря этим учебным заведениям и происходит формирование нашего творческого состава. Мы этим уникальны, мы этим примечательны. И, собственно, благодаря этим учебным заведениям, благодаря этому и возникает та творческая сила, которая есть в нашем театре. Мы этим гордимся, и мы работаем для того, чтобы рассказывать за территорией нашей республики о том, на каком высоком уровне сегодня работает и живет Государственный театр оперы и балета Республики Саха-Якутия. Открылись гастроли мировой премьеры «Дягиля в сезоны». Когда его увидит якутский зритель, в чем особенность этого спектакля? Мировая премьера балета «Дягиля в сезоны» состоялась 19 марта на сцене Тюменского Большого драматического театра. На самом деле это было событие культурной жизни региона. Так высказалась после спектакля директор департамента культуры Елена Владимировна Майер. Для нас очень важно, чтобы гастроли нашего театра проходили с некой изюминкой. И специально для этих гастролей мы подготовили эту премьеру. Премьера в Якутске состоится 30 и 29 апреля к Международному дню танца. Это спектакль о жизни, творчестве, духе времени конца XIX – начала XX века. Спектакль о жизни Сергея Дягилева, первооткрывателя российского балетного искусства, который рассказал о русском балете всему миру. Этот спектакль не несет хронологического характера, не несет в себе историзма. Это фантазия театра на заданную тему. Я думаю, что то пиршество красок, красота декораций, талант артистов и разнообразие хореографии, смесь современной хореографии, классической хореографии, музыка Антонио Вивальди и Фредерика Шопена, которые слились воедино в этом спектакле, будет показана зрителям в конце апреля. Мы с нетерпением ждем якутского зрителя на этих спектаклях. Еще раз повторюсь, 29 и 30 апреля к Международному дню танца зрители Якутска могут увидеть премьеру балета «Дягиля в сезоны». В условиях санкций будут ли продолжены большие гастроли? Конечно, большие гастроли – это федеральный проект Министерства культуры. Это проект, который проходит не только в нашей стране, но и в городах ближнего зарубежья. Мы непременно будем подавать наши проекты на будущие года, на будущие сезоны. И я очень надеюсь, что благодаря той поддержке, которую мы
получаем от руководства нашей республики и от федерального центра. Эти гастроли состоятся вновь, уже в новых регионах нашей страны. Кроме этого, хотелось бы отметить, что в этом году, я думаю, что уже в следующем театральном сезоне состоятся гастроли нашего театра в городе Мирный, которые будут посвящены столетию Якутской АССР. И в декабре этого года состоится премьера национальной оперы «Нюргун Ботор Стремительный» на сцене Большого театра России. Многие театры отказываются в своем репертуаре показывать постановки по мотивам русских классиков. Как вы к этому относитесь? Мы ни в коем случае не планируем отказываться от наших творческих планов. Мы считаем, что тот творческий курс и то направление, которое было избрано в этом и следующем театральном сезоне, не претерпит изменений. Я думаю, что санкции не будут затронуты творческие заведения, культурные институции, театры. Мы будем делать все для того, чтобы зритель увидел то, что он должен был увидеть, для того, чтобы все наши творческие проекты вышли в свет, для того, чтобы они воплотились в жизнь. Для нас это очень важно, потому что театр — это всегда искусство коллективное. Театр формирует творческие команды не только из Якутска, не только из городов России. Ну, конечно, сейчас нам придется несколько перестраивать планы, но я думаю, что эти коррективы будут не особо глобальные. Конечно, сейчас мы испытываем трудности с поставками некоторых элементов для производства наших декораций и костюмов, но я думаю, что мы найдем аналоги среди российских производителей, и у нас получится сделать так, чтобы зритель, пришедший в Государственный театр оперы и балета Республики Саха-Якутия, не заметил этих изменений. Сергей Сергеевич, спасибо, что ответили на наши вопросы. О больших гастролях Государственного театра оперы и балета Республики имени Сивцева Соорун Амаллона мы поговорили сегодня с Сергеем Юнгансом, директором, художественным руководителем театра.